Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео и пишет хорошие добрые комментарии. Мои дорогие, дай вам Бог и земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Гадание на судьбу. Что вам по судьбе в ближайшие 7 дней? Мои дорогие, посмотрите на песочек. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе в ближайшие 7 дней? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что же вам по судьбе в ближайшие 7 дней? Что вам по судьбе в ближайшие 7 дней? Так, мои дорогие, здесь я вижу весну, приход весны, романтика, романтическое настроение. Здесь есть свидание, здесь есть любовь, здесь есть чувства, эмоции, чувственность. Понимаете, вот так бы даже я сказала. Знаете, вот вы неожиданно поверите в чудеса, вы неожиданно поверите в счастливое будущее и в новую счастливую себя. Я вижу многих женщин, девушек, даже мужчин, которые смотрятся в зеркало, и им очень нравится то отражение, которое они видят. Вы будете любоваться собой. Вы будете собой заниматься, себя украшать. Возможно, даже кто-то, не знаю, какие-то процедуры может решиться, да, там по омоложению, не знаю, там поменять что-то в себе, там имидж поменять, одежду поменять, гардероб, да. То есть здесь вы, мои дорогие, вот кто смотрит гадания, будете заниматься собой, своей жизнью и тем, что в вашей жизни происходит. Так, будете вот кто там с неналаженной личной жизнью, будете налаживать свою личную жизнь. Захочется вам и любви, и счастья. Если раньше вам там как-то некогда было, вы все то торопились, то спешили, то холодно, то еще каких-то куча дел, то теперь все. Теперь хочу любить, хочу праздника, хочу весны, хочу хорошего, доброго настроения. Здесь я вижу у вас дороги. 2 дороги будут очень важными. Одна дорога у вас состоится, причем что надо будет, а вторая дорога, она будет от вас скрыта. Понимаете, я вижу, что вы дважды будете пытаться выйти на эту дорогу, и дважды она будет от вас убегать. Ну, как, знаете, как отводить вас будут от этой дороги. Почему? Потому что эта дорога, она для вас опасна, мои дорогие. Опасна, и лучше уже на нее не идти. Дважды попробовавши, лучше сдайтесь и не искушайте судьбу. Вот если понимаете, что не дают вам, лучше и не надо, да? Вот всему свое время, да. Если суждено, то, значит, попадете туда, сходите, узнаете, получите, да. Если нет, лучше обождите, да. Не спешите, не спешите. Это очень важно. Так, еще я вижу момент, что вы в доме своем, либо, может быть, в доме, может быть, на работе, может быть, где-то у кого-то будете помогать, помощь идет, да. Здесь как может быть и уборка, и какая-то перестановка, обновление. То есть какая-то вот работа по дому будет происходить. Так, вижу я деток. Детки здесь у нас... Тут переживание за деток идет, да, больше как переживание. Переживаете вы за деток, за то, что там, может быть, там, не знаю, по школе, по занятиям. То есть переживайте за какой-то шанс для деток. Может быть шанс на учебу, может быть шанс на безопасность, может быть вопрос там, да, какой-то двое детей. Один постарше, другой помладше. И вы переживаете. Может, кстати, будет какая-то поездка у ваших детей, да, тоже будете за это переживать. Но, мои дорогие, что я хочу сказать? Я вижу, что все хорошо. Особенно вот если маленькая девочка, то там вообще замечательно будет. Если мальчик постарше, то здесь, конечно же, ну, не знаю, я вижу, что вы переживаете, может, даже с кем-то вместе будете это все обсуждать и переживать. Но дальше, чем переживание, ну, слава богу, да, не закончится ничем плохим таким для вас. Ну, понервничайте, скажем так. Я уж не знаю, у каждого, конечно, своя ситуация, но переживание, оно будет именно за мальчика такого, знаете, вот там 10-15 лет за такого мальчика переживают. Ну, либо
мальчик постарше, да, ребенок мальчик, да, у кого-то могут мальчики быть и в 30, и в 40 тоже лет, то есть переживания за ту дорогу, которой он идет, да, либо куда он направится. Может быть, в командировку поедет, может быть, там, я не знаю, куда-нибудь там со школой, да, где-то вот они будут находиться. Вот вы переживаете, что с ним там произойдет. Так, я вижу гости у вас на пороге. Это женщина, она придет к вам в гости, придет в гости не с пустыми руками, что-то принесет вам. То есть здесь идет и как, может быть, вкусняшка, подарок, так и еще и информацию она к вам принесет, очень важную. А здесь мне нравится, что у вас прям в самом центре корона есть. Эта корона, она хоть и не совсем прямой формы, но тем не менее, она достаточно такая фактурная, и говорит она мне о том, что у вас, скажем так, королевское будет настроение, и какие-то подарки на этой неделе вы будете получать. Вот именно королевского масштаба, да. Это могут быть подарки не только от людей, но и, например, от судьбы, от жизни. То есть вот прям такая помощь судьбы, невидимая рука, которая будет вас направлять и которая будет вам помогать. Так, если ваш муж, любимый человек, отсутствовал, то тут возвращение в родной очаг, это все происходит. Либо весточку о себе, вот прям, что вот я приезжаю, да, скажет, когда приезжаю, либо приедет. То есть вот любимого человека встречайте. Я вижу, что вы вот с ребенком стоите, да, либо с чем-то в руках, каким-то новым, например, начинанием, делом. То есть хотите похвастаться перед кем-то, показать, что вот чего я там добилась, чего я сумела, чего я сделала. То есть, в принципе, тоже очень даже неплохо. Показывайте свои достижения, будь то детки, будь то действительно какой-то ваш труд, какая-то ваша работа и какое-то ваше занятие. Об этом нужно говорить, этого не нужно стесняться, это не хвастовство, это действительно вы показываете свой талант, понимаете, это не грешно. Так, еще я вижу двух людей, скорее всего, это на работе у вас, которые будут вас поддерживать. То есть когда-то вы поддерживали этих людей, может быть, даже вкладывались в них, я имею в виду, там, помогали, да, учили, там, что-то делали для этих людей. Теперь пришло такое время, что эти люди вам ответочку дадут. Знаете, честно, вот у кого-то будет, скорее всего, либо день рождения, либо какой-то праздник. Я вижу, что вас как будто бы все хвалят. Не зря у вас эта корона вышла, да? Вы вот чувствуете себя вот именно королевной, да? Либо королем, либо королевной. И все вокруг вас, и все что-то вам хотят, дают, несут. Здесь очень сильная поддержка. Поддержка со стороны людей вокруг вас. То есть вы себя почувствуете, во-первых, значимым человеком, знаковым человеком. И, ну, знаете, вот желание идти дальше, развиваться, жить, есть для чего, есть смысл, есть куда двигаться. Вот такая ситуация. Люди вас окружают, люди хорошие вас окружают. По крайней мере, вот из того, что я вижу на этой неделе, да, вот люди просто замечательные, и все с чем-то к вам. Все вас хотят поддержать, все хотят вам что-то вот прям принести и дать. Но, несмотря на это, вот есть у вас тут несчастный проситель, это какая-то, ну, женщина, девушка, не знаю, такая вот она, какая-то понурая вся, она, скорее всего, будет просить деньги, либо что-то, вот какие-то вещи. Ну, тут больше на деньги похоже, да. Придет, поплачется, скажет, хочу там денежку, но это, скорее всего, к концу недели, да, вот там 6-7 день. Вот она к вам приходит. И, мои дорогие, в вечернее время она приходит к вам, уж не знаю, с какой целью, вам я советую в вечернее время вообще никому ничего из дома не давать. Тем более там из своего кошелька не доставать и не давать. Об этом помните. Хотите ей помочь, помогайте. Но только скажите, что приходи ко мне там с утра, днем, но никак не когда вот на небе луна взошла, да, когда темно. Этого ни в коем случае делать нельзя. Так, что я хочу сказать. Вот смотрите, какая вы сидите, и перед вами огромный стол. Стол полный, на нем, ну не знаю, много всяких угощений, и вы то ли будете думать об этом, то ли вы будете это планировать, то ли это в вашей жизни действительно произойдет. То есть у вас неделя хорошая, добрая, сытая, я бы даже сказала. Неделя вот какого-то исполнения и радости. Вы будете рады за себя, за свою жизнь и за то, что у вас в жизни все вот именно так сложилось. То есть довольны собой, замечательное настроение и замечательное самочувствие. Сейчас я еще для вас посмотрю, что для вас будет важным на этой неделе, на что нужно обратить особенное внимание. Так, ну, вопросы, которые у вас будут решаться, это у вас прям не дать не взять, постоянно какой-то вопрос, я вот заметила, мучает моих зрителей. Вопрос,
который долго тянулся, вы наконец-таки сможете на него ответить. Да, либо ответ получите, либо сами себе ответите. И это замечательно. И еще, вот как я вам говорила, да, вот две дороги. Одна хорошая, вторая вот прям от вас закрыта, и все. Не пытайтесь, вот не зря ее еще раз показали, не идите в ту дорогу. Ну не получается, махните, да, на нее рукой. Либо кому-то делегируйте эти полномочия, потому что эта дорога от вас закрыта. Вот как хотите. Причин может быть 1000 на это, но лучше не искушать судьбу. Еще раз хочу вам об этом сказать, повторить. Вот так вот, мои дорогие. Так, по здоровью. Вот я вижу по здоровью такую ситуацию, когда вы, ну, несмотря на то, что происходило до, и несмотря на то, что происходит сейчас, вы чувствуете именно прилив энергии, чувствуете себя лучше, чем обычно. Вот хочется, не знаю, там танцевать, там, на улицу пойти, как-то вот что-то в жизни поменять. То есть хочется двигаться вперед. И не важно, что происходит по факту с вашим здоровьем, вы устали уже лежать на одном месте. Хочу двигаться, хочу весны, хочу радости, хочу счастья. Вот позитивное какое-то настроение. Сохранитесь в этом состоянии. Это очень хорошо, это очень прям полезно, даже я бы сказала целительно для вас. Вот так вот, мои дорогие. Тут мелкое у нас животное вышло. Ну тут больше, как не знаю, то ли кошечка, то ли собачка, точно не скажу. Мелкое животное. Любит вас мелкое животное, любит. Знаете, может, кстати, кто-то и решится и завести мелкое животное. А может, кому-то даже такой подарок принесут, мои дорогие. Вот. Такое еще может быть, да. Либо ребенок начнет выпрашивать. Ну, конечно же, думать и решать вам. Если есть возможность, почему нет. Так, еще смотрите, вот человек, который к вам идет с какими-то дарами, с подношениями. Вот видите, как в руках держит что-то большое такое. Это, ну, не знаю, это не цветы, это что-то длинное такое, да. Это как коробка, может быть, какая-то. Но что-то такое необычное. Это человек вот вам несет, он старался, он выбирал, он подбирал. Это именно какой-то именно вам дар идет, дар. Да, за вас, за то, что вы такая хорошая, либо такой хороший, за ваши замечательные какие-то поступки, дела, слова. То есть какую-то заслуженную награду этот человек вам несет. Здесь еще один человек, вот тут женщина и тут, кстати, женщина. Это вот женщины вам несут какие-то подарки, а мужчины, два мужчины, как будто бы кланяются вам, говорят спасибо вам большое, там, вашими там работами, стараниями, трудами, вот у нас там что-то там на улучшение пошло, да, наладилось, теперь все замечательно. Слушайте, ну, замечательно, вы кому-то помогаете, люди это видят, ценят и, соответственно, выказывают вам свою благодарность. Причем все вот по справедливости идет. Это замечательно. Еще есть человек благодарный издалека. То есть откуда-то еще издалека благодарность вы получите. Вот. Здесь, смотрите, машина. У нас вышла машина. Ну, машина какая-то странная. Она большая. Большая машина. Большая машина. Ну, может быть, это какой-то мини-бюс, не знаю. Маршрутка, может быть, что ли, да. Вот в этой большой машине вы, не знаю, почему-то вы как зажаты тисками, не знаю, то ли, может, людей много там, то ли как-то воздуха вам не хватает. И в этой большой машине как будто бы вот сзади человек, видите, как карман к вам лезет, видите, карман лезет. Будьте аккуратны, ничего ценного в карманы лучше не ложите. Если нужно ехать на общественном транспорте, либо если у вас там большая машина, может что-то из кармана у вас выпасть, да, и просто смотрите. Я не знаю, что-то эта машина вас отвлекает, что-то в этой машине есть, что вас реально отвлекает, и вы вообще вот как в таком состоянии, да, не понимаете, что происходит, и мысли у вас вообще о другом. То есть, если ваша машина, то может там где-то что-то не так, может там грязное, либо еще что-то происходит, и вы теряете концентрацию. Если вы едете, например, на маршрутке, то же самое, да, может много людей, и вы прям чувствуете, вот как вас давили, начинаете переживать и теряете вот бдительность. Так что, мои дорогие, ничего ценного в карманы себе не засовывайте, потому что здесь вот вероятно, что вот кто-то вам в карманчик и залезет. Вот что идет. Так, еще я хочу вам сказать, что у кого-то будет, ну прям, ну круг друзей, да, люди сидят, кто-то отмечает, как-то хорошо разговаривают, песни поют, хорошо и весело, понимаете, хорошо и весело на душе, прям, ну не знаю, такое хорошее настроение, особенно вот женщины.
Может, кстати, это связано с 8 марта, вот сейчас только до меня дошло. Хорошее, замечательное настроение, вы в хорошем настроении, хочется жить, хочется вот прям летать, порхать, чувствую себя там самой лучшей, самой замечательной, самой прекрасной. Вот да, в принципе, да, люди обмениваются подарком, мужчины кланяются. Вот, наконец-таки до меня дошло, что это означает. Извините, я просто в Турции живу, у нас тут 8 марта не особо считается таким прям праздником выдающимся, и не особо его отмечают. Да и в принципе турецкие мужчины, для них цветы подарить, я не знаю, там, наверное, 2 раза в жизни дарят своим женщинам. Это не их прерогатива, да. Вот, так что теперь до меня дошло. Я просто здесь давно живу, да, и этот праздник как бы он так мимо всегда проходит. Вот, теперь я поняла, что это все значит. Вот так вот. Так что, мои дорогие, кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить всех моих прекрасных подписчиц. Девочки, женщины, мои милые, счастья, добра, весны вам в сердце и счастья. Счастье такого, прям, знаете, океан счастья и море любви. Пусть в жизни у вас будет все хорошо и все замечательно. Всех вас люблю, все и каждая мне дороги. И знаете, каждый раз я прошу высшие силы, что всем моим подписчикам, всем тем, кто пишет мне хорошие комментарии, кто имеет со мной обратную связь, Всевышний послал всего самого наилучшего, всего, что вы себе желаете, того, что сделает вас самой счастливой и самой, знаете, такой с горящими глазами, с желанием жить и желанием добиваться. Вот этого, милые, я вам и желаю. И прошу высшие силы вам это все дать и подарить. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.